В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лулуа. Здравствуйте. Неделя была богата на разного рода события. Это и подписание соглашения между МВД Абхазии и России по информационно-координационному центру, вызвавшая горячие споры в обществе. Это и акция «Ночь в музее», в которой приняли участие немалое количество взрослых и детей. Получила развитие история с незаконными постройками в Пицунда-Мюссерском заповеднике. 5 исков поданы Генпрокуратурой в суд по факту нарушения земельного и природоохранного законодательств. На этой же неделе на государственной границе по реке Ингур установлена специальная конструкция с государственными символами Абхазии. А какие еще работы планируется провести по обустройству контрольно-пропускного пункта Ингур и укреплению госграницы в целом? Что изменилось после закрытия временных пунктов пропуска? Об этом и многом другом нам расскажет глава администрации Галского района Тимур Надарая. Интервью с ним смотрите после традиционного обзора событий за неделю. Не пропустите. Эта неделя была отмечена событиями, которые получили широкий общественный резонанс. Так, 18 мая в Сочи подписано соглашение между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Центр создан для координации деятельности Абхазии и России по противодействию организованной преступности и другим опасным видам преступлений. Структура и штатное расписание центра утверждаются МВД Абхазии и МВД России по представлению директора центра. Предельная штатная численность центра – 20 человек. Директор центра и его заместитель назначаются сроком на 3 года. Накануне подписания соглашения группа депутатов парламента, оппозиционные партии и общественные организации обратились к руководству страны с просьбой отложить подписание документа и обсудить замечания и предложения по отдельным статьям проекта соглашения с привлечением общественности. Активная дискуссия развернулась и в социальных сетях. Политическая партия «Форум народного единства Абхазии» расценила эти заявления как попытку срыва стратегически важного для Абхазии соглашения, формируемого на сугубо паритетной основе. Эти действия не способствуют стабильности и укреплению правопорядка в стране, говорится в заявлении. От Абхазии соглашение подписал вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубахи, от России заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. ИКЦ соответствует национальным интересам и не противоречит Конституции Абхазии, сказал на пресс-конференции в Арс Мира Аслан Кубахи после подписания соглашения. Самое главное, мы это принципиально ставим на первое место, это борьба с наркомафией. Вы прекрасно видите, в каком состоянии у нас оборот наркотиков. Вы видите, мы информируем вас постоянно о наших каких-то успехах в этом направлении. Я могу сказать, за последнее время мы как-то давали 28 человек, которые завозили и распространяли наркотики, нами арестованы. И поймите правильно, как бы мы ни старались, какие силы нами не были брошены, не только Министерство внутренних дел и службы государственной безопасности, но без помощи наших российских партнеров мы просто не смогли, по большому счету, сдвинуться с места. По Пицунда-Мюссерскому заповеднику в суд направлено 5 исковых заявлений. Об этом сообщил генеральный прокурор Абхазии Зурабачева президенту Раулю Хаджиба. По его словам, при осмотре Пицунской сосновой рощи в заповеднике был установлен факт незаконной порубки 185 деревьев породы самшит. Материал по данному факту передан в Следственное управление Генеральной прокуратуры и возбуждено уголовное дело. По всем этим случаям, естественно, не могло быть и нет никаких разрешительных документов, потому что на территории заповедника недопустимо какое-либо строительство. Единственное, что надо сказать в этой части, что отсутствовал должный контроль со стороны контролирующих органов, которые своевременно не приняли мер для того, чтобы мы с этим столкнулись в начальной стадии и имели возможность принять меры прокурорского реагирования. У нас вопрос незаконного строительства достаточно очень жестко будет стоять. Это касается города Гагры, это касается Цандрипша, это касается практически всех наших городов и районов, касается и города Сухуми. Вот просто поехать и посмотреть на въезде в республиканскую больницу. Ехать практически сейчас в республиканскую больницу невозможно.
Я просил бы провести соответствующую работу по проверке законности строений, которые сегодня там организовываются. Это касается парковой зоны города Суху. У нас где кому не придется, все начинают заливать какие-то фундаменты для того, чтобы потом со временем начать опять строительство, несмотря на то, что есть запреты на эти все строения. Утверждены проекты Госкомитета по языковой политике на 2017-2018 годы. Государственная комиссия по абхазскому языку при президенте Абхазии одобрила издание учебников, учебных и учебно-методических пособий для абхазских школ, подготовительных классов и детсадов, терминологических словарей, создание детского телеканала «Адуней ТВ» и многое другое. На заседании комиссии Рауль Хаджимба говорил о необходимости ведения делопроизводства на абхазском языке и проведения заседаний органов власти на государственном языке, как того требует закон о языке. Состояние дороги Гулрипш-Южный приют критическое. Кроме того, на участке дороги 22 моста, ни один из которых не соответствует нормативам. В аварийном состоянии 2 тоннеля. Президент поручил правительству включить ремонт дороги в повестку дня заседания межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Культурная жизнь. Международная акция «Ночь в музее» прошла в музеях Сухума и привлекла большое количество взрослых и детей. Также общественность отметила столетие Абхазского государственного музея. В запасниках Госмузея хранятся до 150 тысяч экспонатов. В день столетия Абхазского государственного музея президент Рауль Хаджимба передал в дар музею ценные предметы, презентованные главе государства иностранными делегациями. Подарки Госмузею сделал и председатель Нацбанка Беслан Барателия, который передал 59 памятных монет, выпущенных Банком Абхазии за последние 10 лет. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялись очередные консультации с сопредседателями Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье от ЕС, ООН и ОБСЕ Гербертом Зальбером, Анти Туруненом и Гюнтером Бехлером перед 40-м раундом, намеченным на 20-21 июня. А накануне консультаций 17 мая участники Женевских дискуссий посетили 3 закрытых контрольно-пропускных пункта на государственной границе по реке Ингур. Между участниками женевских переговоров есть разные мнения о том, хватает ли только один пункт пересечения или нужны несколько пунктов. И вот после того, что мы видели, конечно, вот эти дискуссии продолжаются. Это были основные события недели уходящей. Наш эфир продолжается. И мы будем говорить о том, какие работы планируется провести по обустройству контрольно-пропускного пункта Ингур и укреплению грузино-абхазской госграницы в целом. О том, что изменилось после закрытия временных пунктов пропуска. Гость нашей студии сегодня – глава администрации Галского района Тимур Надарая. Здравствуйте, Тимур Хухутович. Здравствуйте, Зейрафиназ. Буквально недавно на КПП Ингур была установлена стела с государственной символикой, на которой изображена государственная символика. Что еще нужно для того, чтобы обустроить государственную границу по реке Ингур? И что изменилось после того, как были закрыты временные пункты пропуска? Произошла ли гуманитарная катастрофа, о которой так много говорили грузинские СМИ? Начну с последнего. Никакой, естественно, гуманитарной катастрофы там нет и не могло быть. Я хочу сказать, что по решению президента, мы говорили об этом много раз, и хочу, чтобы еще раз услышали, там была построена дорога протяженностью 32 километра. То есть был произведен капитальный ремонт дороги. На это было выделено 152 миллиона рублей из финансовой помощи Российской Федерации. Давайте уточним, эта дорога связывает нижнюю зону с верхней Эта дорога связывает пост Ингуру и самую такую, я называю абхазской кушкой село Пчара Гальского района, самую такую южную точку. И не каждое село, далеко не каждое село Ачимчирского или других районов Абхазии обладает такого качества дорогой. Я понимаю, что жители приграничных сел Гальского района привыкли там возле своей калитки, иметь место перехода, переходить спокойно, заниматься там не совсем законной торговлей, переходя на сторону Грузии. И некоторые люди там, естественно, у них был заработок. Эти люди этого заработка лишились. Естественно, какие-то недовольствия всегда будут.
А никакой гуманитарной катастрофы нету. Там 5 сел объединяет эта дорога. В каждом селе есть автобус. Кроме этого, мы пустили городской автобус. Президент попросил нас об этом. Мы это обещали, обещание выполнили за счет своих средств. Этот автобус комфортабельный, курсирует между селом Пчара через все эти 5 сел до КПП Ингур 3 раза в день. Стоимость на этом автобусе тоже была снижена нами. Мы ее датируем, чтобы людям было не так дорого добираться. То есть я могу так сказать, что вот такой подход к решению закрытия этих постов. Эти посты были в свое время открыты там за 2-3 месяца по решению правительства. Открывать было легко. А закрывать нам почти потратили на это 2,5 года. Пока построили дорогу, обустроили, пустили транспорт. Дальше нас миссия УВКБ ООН, которая находится, попросила, так как расстояние на мосту около 800 метров через Ингур, на КПП Ингур, то есть, естественно, больные, есть женщины, старики, которым эти 800 метров трудно преодолеть. И наше правительство пошло навстречу и разрешили там, чтобы курсировала маршрутка, микроавтобус такой, вот эти 800 метров. Это наша машина с Абхазии, с нашими номерами и водитель, житель Гальского района. И эта машина курсирует, вот это, чтобы вот эти люди с детьми, больные, которые плохо ходят, потому что там, вы знаете, большое ограничение в движении транспорта. Люди в основном переходят пешком. Но для таких людей там стоит микроавтобус, на который они могут сесть и эти 800 метров проехать, чтобы потом попасть на территорию Грузии. В связи с закрытием этих постов, один из них был такой очень контрабандный пост, намного меньше стало контрабанды. В Галии на рынке появились некоторые продукты, которые у нас в Сухуми, то есть начали возить из Сухуми продукты вместо Грузии некоторые продукты. Правда, конечно, до сих пор везут из Грузии тоже, но это стало делать намного тяжелее. То есть они это везут теперь по главному мосту? Если контрабанда идет, она будет идти по главному мосту? Да, по главному мосту. Соответственно, сейчас легче бороться с этими потоками? Конечно, там контролирующих органов намного больше, там как бы все это более видно, хотя... По идее, она должна вовсе исчезнуть, вот эта ситуация с контрабандным товаром. Да, конечно, она должна вовсе исчезнуть, но на сегодняшний день мы не можем говорить, что она вовсе исчезла, потому что люди все-таки стараются. Это экономическая ситуация такая, когда товар где-то дешевле, всегда ищут пути, чтобы доставить его там, где его можно более выгодно продать. Но я думаю, что другие меры, которые будет принимать правительство, таможенный комитет, служба государственной безопасности, приведут, что с контрабандой мы, если не совсем покончим, то ее минимизируем. И это, думаю, что успех будет нашего государства, потому что государство, которое не может защитить свои экономические, государственные, своих производителей, да, она не может никакую экономическую политику вести. Тем более от такой деятельности и бюджета ничего не получает. Да, от этой деятельности бюджет не получает. И как бы я считаю, что на правильном пути. Если враги, говорят, тебя ругают, значит, ты делаешь правильно. Вот это очень приятная новость о том, что на гальском рынке появилась продукция, которая завезена из Сухума, а не из Грузии. Да, из Сухума это вот та продукция, которую трудно стало завозить из Грузии. Это тоже импортная продукция. Даже те же огурцы, помидоры появились, которые, несмотря на то, что в Грузии они стоят дешевле, но они появились из Сухума, потому что их перевозить стало сложнее. Да. А что касается обустройства государственной границы, это тоже вопрос как бы не к администрации, но я знаю, что решением премьера туда выезжали геодезисты, которые проводят там работу, и правительство собирается там обустроить границу, как должно быть на государственной границе. Там будет крытая крыша, как на ПСО, чтобы удобно было и тем, кто переходит, и тем встречает. Это наша государственная граница. Я вам скажу, что вот по имеющейся у меня информации, вот только за
15, там, 16 был около 10, вот за 2 года около 10 тысяч иностранцев через эту границу попало в Абхазию. Кстати, и кое-кто из них удивлялся, что они заезжают на территорию, и нет было это вот больше года назад. Символов. Да. Больше года назад мы там стояли, приходили журналисты, и одна на ломаном русском говорит: мы перешли в Абхазию и не поняли, что мы попали в Абхазию, нету ни одной надписи. Вот я тогда был удивлен, что я говорю, не может быть. На самом деле там была надпись, но она как-то кустарником была закрыта, она была такая, как дорожный знак, небольшая. И мы тогда вот решили, тогда же пришли и решили сделать, я доложил председателю СГБ, что они не против, конечно, они согласились с радостью. Я доложил об этом президенту, что можно ли мы в бюджет заложим какие-то расходы на том, чтобы там поставить стелу с надписью. И вот мы в 2016 году заложили это вот. Ну, потом мы выплатили, пришлось ждать, пока изготовят, но некоторые моменты в Сочи изготавливал тоже адык, наш друг, брат, этот парень, его зовут Руслан, он там сутки работал на границе, и первый раз увидел Грузию, как она выглядит. И это тоже, наверное, символично. И все там пограничники радовались. Такая радость была, что такая красивая стела с надписью, вот все с освещением ночным. С подсветкой. Да, и теперь никто нам не скажет, что он не увидел, что перешел на территорию Республики Абхазия. Вот, кстати, о реакции, да, мы говорили о реакции со стороны Грузии, но и реакция была и со стороны международного сообщества на закрытие этих временных пунктов пропуска, вплоть до того, что они говорили, что это нарушает право на свободу передвижения. Хотелось бы услышать от европейских чиновников, что вот такую оценку они дают и ситуации, когда и граждане Абхазии не могут попасть в Евросоюз, потому что им не дают визы. Это тоже нарушение права на свободу передвижения. И буквально недавно, на этой неделе, у вас там побывали сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и Евросоюза, и они посетили эти пропускные пункты. Вот их реакция, вы их убедили о том, что они действительно не нужны, эти пункты пропуска? Как они отреагировали? Спасибо за вопрос. Вы знаете, тот, кто хочет увидеть, он увидит. Но кто-то хочет все это политизировать и говорить с позиции только одной стороны, он это и будет говорить. Но в душе, все-таки в душе, они прекрасно понимают. Но вы представьте, вот там представитель, сопредседатель от Евросоюза, господин Зельбер. Он был в Осетии перед тем, как приехать, и поздравил с избранием президента Бибилова. Да, и какой скандал разразился. Да. Ну что ему надо было делать? Приехать и сказать: я вас не поздравляю, или вы не признанная страна, я вас не могу поздравить. Что он должен был ему сказать? Он поступил как человек, поздравил с избранием на такую высокую должность. Он даже слово президент не упомянул. Он сказал: поздравляю вас с избранием на такую высокую должность. Но из-за этого парламент Грузии, все фракции, которые там присутствуют, единогласно говорили о том, чтобы объявить его персоной нон-грата. Слава богу, правительство Грузии еще такое решение не приняло. Но мы же видим реакцию. То есть люди, грузинская сторона, нам хочет сказать, что у нас просто нету, понимаете. Мы когда не должны забывать, что самая большая угроза нашей безопасности и нашей государственности, это идет у нас с востока. И когда мы обсуждаем договора с Российской Федерацией, некоторые наши там ищут, что там суверенитет, да, и там надо смотреть в оба глаза, но Россия не представляет для нас никакой угрозы нашей государственности. Более того, российские пограничники, которые там находятся, благодаря им государственная граница стала похожа на государство. Огромный труд они там вкладывают для того, чтобы защитить государственные рубежи. Они огромную работу делают. И я вижу, она повлияла и на состояние безопасности в самом Гальском районе, в Абхазии. Людей, район, в котором крали по 14-15 человек,
Вот с 2016 года, у нас в 2015 году было 2 случая, 2 попытки, а с 2016 года там ни одного похищения человека нету. Я вам скажу, что когда были закрыты вот эти посты в нижней зоне, мы ожидали всплеск нарушений на государственной границе. Но благодаря тому, что Министерство внутренних дел в лице министра Аслана Кубахи провела хорошую работу по выдаче форм номер 9. То есть людям не надо нарушать государственную границу, у кого есть там форма 9 или паспорт абхазский или СССР, они могут переходить. Благодаря тому, что правительство во главе с премьер-министром приняло решение о увеличении штрафов. У нас был штраф за переход государственный 300 рублей. Видите? Ну, ему легче заплатить этот штраф. Да, и ему легче заплатить этот штраф, чем, скажем, получить визу. Было в 10 раз подняты эти штрафы. И к удивлению, к нашему, ко всеобщему, количество нарушителей вот за первый квартал уменьшилось в 10 раз. В 10 раз уменьшилось количество нарушителей государственной границы. Это обнадеживает. Это реальная статистика, да. Ну, если там 50 человек задерживали, там, скажем, в неделю, сейчас задерживают 7-8. Это что нам дает? Когда мы там обустроим государственную границу так, что там не будет таких массовых нарушений. У нас в год выходило там за 200 тысяч задержаний. И, естественно, мы реально можем поставить вопрос о том, чтобы ослабить режим перехода на государственные границы по реке Псо, что нам даст притока больше туристов. Люди, которые будут переходить государственную границу с Российской Федерацией, не будут стоять в каких-то больших очередях, а некоторые силы у Российской Федерации будут возможность перебросить и на Ингур, профинансировать больше своих пограничников, которые там находятся и так далее. И наша прямая обязанность привести и контрольно-пропускной пункт Ингур в полное соответствие с тем, что как должно быть нормально на государственной границе, там, современный вид. И, конечно, повышать дисциплину тех, кто там служит, и престиж охранять государственную границу, престиж служить в армии в нашей. Вот, все это все взаимосвязано. Мы плавно перешли к теме паспортизации. Вы там выше упомянули о виде на жительство. Я бы хотела, чтобы цифры прозвучали, что вот вы проводили опрос среди жителей Гальского района, и выяснилось, что 90% 96% жителей Гальского района имеют гражданство Грузии, 340 человек абхазское гражданство. Вот вид на жительство. Почему процесс выдачи вида на жительство затягивается? С чем это связано? Когда начнется этот процесс? Процесс вида на жительство регулируется законом о статусе иностранного гражданина. В законе о статусе иностранного гражданина, который был принят 2 года тому назад, не было той статьи, по которой мы жителям Гальского района могли предоставить вид на жительство. Фактически вид на жительство получал только тот, кто была замужем или был женат на гражданке Абхазии. Другая категория людей не попадала. То есть, чтобы получить вид на жительство, надо было быть в браке с гражданином Абхазии. Вот. Вообще других не предусматривал. Но была внесена поправка в конце 2016 года парламентом нашим, за что я благодарен всем депутатам и спикеру Валерию Рамшуховичу. И что была внесена эта поправка и жителям Гальского района по границах Абхазской ССР, которая была, то есть вот этот Кварчевский район, который отошел, тем, кто прожили более 10 лет, с 1999 года, с момента проведения нам референдума, и прожили здесь постоянно 10 лет, им предоставляется вид на жительство без права, там, без разрешения на проживание. А то надо было сперва получить разрешение на проживание, потом получать вид на жительство. Вот. И такая поправка была внесена, и фактически дорога на получение вида на жительство была открыта нам перед Новым годом. Но правительство к этому готовилось. Еще вице-премьер Шамиль Адзимба, при нем были изготовлены все эти бланки, более 50 тысяч, очень хорошего качества. Когда приезжал министр иностранных дел господин Лавров,
обсуждался вопрос, чтобы с этим видом на жительство жители Гальского района и жители Абхазии вообще, которые получали, могли переходить государственную границу по реке Псо. Очень нужная вещь, но сперва мы, естественно, должны вопрос решить с документацией, то есть с выдачей вида на жительство жителям Гальского района. Есть некоторые разговоры, есть кто говорит, что нельзя брать вид на жительство, там, в случае 2 административных нарушений вы будете выдворены. Это все не соответствует действительности. Нету такого, что в случае 2 административных решений может быть выдворен. А в случае 2 административных решений, там говорится в законе, если сама процедура вида на жительство не соблюдает. Например, одна из тех, если человек не проживает на территории Абхазии больше полгода, в году больше 6 месяцев. Но если он здесь не живет, зачем ему вид на жительство? Вид на жительство нужен человеку, который хочет жить в республике Абхазия. Он получает за это вид на жительство. Ему разрешается, скажем, 5 месяцев в году отсутствовать по разным причинам. Но 6 месяцев в году он должен проживать здесь. Если он не живет здесь больше 6 месяцев без уважительных причин, скажем, я говорю, что он там в госпиталь попал или что-то там случилось, находясь за пределами Абхазии. Это уважительные причины он предоставит. Не находится здесь, значит, ему вид на жительство не нужен. Вид на жительство не получают люди, которые выступают против конституционного строя. Сам мы вид на жительство, паспортный стол никому еще не выдавал, но люди уже сдали отпечатки пальцев, сдали необходимые документы для получения вида на жительство. Этот процесс занимает до 2 месяцев. Но это не значит, что обязательно 2 месяца, могут там и через 20 дней выдать. Как докладывают паспортные столы, они готовы к тому, чтобы начать массовый прием. За это время приходили к вам жители Гальского района, кто-то с тем, чтобы получить абхазское гражданство? Приходят и говорят, что они хотят... о том, что они откажутся от грузинского. Да, от грузинского гражданства. Есть такие, которые не лукавят, на самом деле не хотят получить гражданство Абхазии и отказаться от грузинского гражданства. Но процедура сложная. Они в пользу Абхазии отказаться от грузинского гражданства не дадут им. Потому что если Грузия даст такой отказ, она автоматически означает, что она признала независимость Абхазии. Но можно отказаться в пользу России. То есть житель Гальского района может сказать, что он хочет получить гражданство Российской Федерации. Это нашим законам не противоречит. Мы можем одновременно иметь гражданство с Россией. И тогда правительство Грузии, президент Грузии имеют возможность, чтобы он выбил из гражданства Грузии. То есть для этого есть какая-то процедура, которую надо выполнить. И дать это подтверждение, справку, документацию. Да, а когда он отказывается от гражданства Грузии в пользу российского, чтобы получить гражданство Российской Федерации, в этот момент наступает тот момент, когда у него, имея уже вид на жительство Абхазии, открывается дорога и на получение абхазского гражданства, если он другие необходимые требования, это знание языка, и истории, конституции Абхазии, экзамен сдаст по языку, то есть у него открывается дорога и на получение гражданства Абхазии. Сколько таких людей уже изъявило желание? Отказаться от грузинского гражданства? Да. Я думаю, что таких людей, с которыми со мной беседовали, это было человек 10-15. Но если я же не с каждым мог беседовать, я думаю, что 500 до 1000 человек таких людей в районе найдется, потому что очень у многих живут родственники в России, скажем, больше, чем в Грузии. И эти люди, особенно те, которые живут родственники в России, учились в России в свое время, да, там дети их не учатся, и связаны как-то с Россией, они хотят, или дети учатся в Абхазском университете, в нашем, да, у них такое желание, и родственникам. Да, они более интегрированы, в абхазское пространство. И они дети, которые учатся в нашем университете из Гальского района. С каждым годом их все больше. Если в 2014 году всех студентов из Гальского района было 85,
то в 2015 году только поступивших было 65 человек. Эта цифра очень небольшая. Очень небольшая. Ну, учитывая до 3000 студентов, да, но она растет. То есть растет количество тех, кто выбирает учиться в абхазских вузах. И если бы здесь было бы общежитие при нашем университете, я вам говорю, что очень много там было бы гальцев и количество людей. Просто людям на самом деле трудно найти жилье. У них нету столько родственников, зато у них родни очень много живет в Тбилиси, в Кутаиси, в других городах Грузии, куда они посылают своих детей. А нам нужно, чтобы дети, которые заканчивают школу, учились в наших вузах. А сегодня у нас в законе о гражданстве говорит, что человек, даже рожденный в Абхазии, если чтобы он получил гражданство Республики Абхазия, один из его родителей должен быть гражданином Абхазии. Но в Гальском районе сложилось, что там нету такого, что и родители граждане Грузии, и дети, которые рождаются, не могут по рождению приобрести сразу гражданство Грузии. Но если они дальше не будут приобретать гражданство Грузии после совершеннолетия, если они поступили в наши вузы, учатся здесь и так далее, мы можем менять ситуацию. Вот мы сейчас готовимся к проведению съезда самурзаканских абхазов, как правильно говорит по-абхазски, мурзаканских абхазов. А то там есть у нас общество мурзаканских абхазов, возглавляет его Ниналыпа Тенгиз. И вот они готовят провести в Гал-съезд тех абхазских фамилий, которые там есть в Гальском районе. Их, по нашим предположениям, где-то от 25 до 30%. Это те, которые были ассимилированы во времена Сталина и Берии. Вот эти люди хотят вернуть свою национальность, восстановить свои исторические фамилии. Но это через суд надо делать. Да, это надо через указ президента. У нас сложное, когда хотели упростить, и президент внес в парламент, вы помните, тогда с Абхазского института выступили против этого, и пришлось, и парламент не рассматривал этот вопрос, хотя я не вижу, я не считаю, что это было правильно. Противники этого, они боятся массовости, что десятками тысяч будут записываться и тем самым получать потом гражданство Абхазии, распространять юрисдикцию Грузии на территории Абхазии. Но мы можем там установить квоты, скажем, не больше 200 человек в год или 150 человек, потому что вот за 2,5 года всего подали на самом деле из вот этих, вот представьте себе, если у нас 30 тысяч населения в Народе, 20 из них, 6 тысяч людей, которые носят исконно абхазские фамилии. Из них всего 130 человек написало такое заявление. Просим вас дать возможность нам вернуть историческую фамилию и историческую национальность. Это небольшое количество, но и они сталкиваются с большими проблемами, потому что такая процедура усложнена. Да, они, может, и не станут абхазами, потому что они выросли в другом государстве, и они вряд ли, но дети их, которые растут, они тянутся к своей истории, к своей происхождению, к своей фамилии. Вообще государственная политика наша главная, которую мы должны проводить в Гальском районе, чтобы люди, которые потеряли в результате тех страшных времен Сталина и Берии, люди перестали себя идентифицировать тем, кем они являются, были лишены этой памяти и так далее, вернуть хоть одного из них, я думаю, что это как возвращение блудных сыновей, которые потеряв, и мы им должны помочь это делать. Мы также хотим вернуть махаджиров. Недавно был вечер, посвященный столетию Баграта Шимкова в первой гальской школе, показали по абхазскому телевидению. Мне очень много людей звонило, что так гальские дети хорошо говорят по-абхазски. Да, у детей на самом деле есть желание учить абхазский язык. Но мы все что делаем? Мы всего лишь учителям абхазского языка добавляем 5000 рублей за то, чтобы он там ездил из Сухума, из Гудауты, из Ачимчири обучать. Ну что это 5000? Он на дорогу потратил эти 5000 и все. Ну вообще как процесс обучения в гальских районах идет по
по нашей программе внутриабхазской? Я хочу сказать, вообще выразить благодарность министру образования и всему Министерству образования, которое очень много делает для того, чтобы вот переводить школы нижней зоны, мы как говорили, да, вот ежегодно один класс, вот сразу по программе перевели начальные классы, а теперь ежегодно один класс, каждый класс переходит на программу, на нашу программу обучения, ну, которая предусматривает больше вот программу для русских школ. Потому что ввести программу для абхазских школ там сразу мы не можем. У нас нету ни учителей в этих школах, ни возможностей, но хотя бы мы убрали оттуда, не хотя бы, а это главное, наверное, грузинскую пропаганду. Что Абхазия это часть Грузии, это в учебниках их. Да. Они до сих пор эти учебники держат в старших классах. Мы же не можем, мы говорим, что это не так и так далее, но в этих учебниках это до сих пор написано. А они присутствуют там. Мы перевели вот 6 классов с помощью Министерства образования. Спасибо хочу сказать министру здравоохранения, который очень большое внимание уделяет Гальской районной больнице. Там много оборудования завезено. Хочу поблагодарить госкомпанию Черноморэнерго. Там хороший коллектив, который находится в Гальском районе. И Министерство сельского хозяйства, которое нам сейчас выделило вот 5 миллионов на лечение ореховых насаждений. Президент, который постоянно держит во внимании проблемы Гальского района, несмотря на то, что там нет электората. Обычно у нас так, когда есть там электорат. Так что и мы тоже не подводим, мы тоже стараемся. У нас бюджет тоже вырос за 2 года в 2 раза. Да, вот за счет чего? За счет администрирования. Понимаете, у нас... Налогового. Да, мы, конечно, я сейчас говорю о каких-то наших успехах, но проблем у нас еще больше, чем успехов. Вот мы за 2,5 года не можем никакую внятную программу социально-экономического развития района предложить. Хотя есть стратегия до 2025 года, да, стратегия развития, вот на основании этой стратегии предложить программу социально-экономического развития района. У нас ее нету. Но вы предложили программу свободных экономических зон. Да, я это тоже скажу. Мы этот проект предложили, я благодарен главе государства, который пошел навстречу. Он тоже долго думал, как это сделать, стоит это делать и так далее, и с правительством, но он в конце принял волевое решение, и в конце прошлого года вышел указ о создании свободной экономической зоны в Гальском районе. Вот. Что это даст району? Вы знаете, это не только район даст. Если мы там сможем все задуманное теми людьми, которые это как бы лоббировали, провести, это даст всей Восточной Абхазии очень много положительного в экономическом плане. Это в первую очередь огромное количество рабочих мест, которые там могут открыться. Почему это в Гальском районе мы сделали? Для того, чтобы противостоять, понимаете, той вот экономической экспансии, которая идет со стороны Грузии, когда там возле нашей границы рынки открываются, порты они открывают, перетягивая население, работать в Грузию. Вот это наш такой ход, такая альтернатива всем тем грузинским проектам, которые масштабным, которые там делаются. Все-таки у нас есть очень хорошие перспективы развития. Вы видите, что делается в Ачимсирском районе, какие люди приходят, какие инвестиции, фермы создаются. Я думаю, что главное для того, чтобы все это развилось, мы должны сохранить наш гражданский мир и работать. Мы завершаем с вами беседу. Спасибо, что пришли и рассказали о том, чем живет Гальский район. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. До свидания. У нас в гостях был глава администрации Галского района Тимур Надарай, и мы говорили о том, какие работы планируется провести по обустройству контрольно-пропускного пункта Ингур и укреплению грузино-абхазской госграницы в целом, что изменилось после закрытия временных пунктов пропуска и о перспективах развития Галского района. Мы продолжаем выпуск. 60 военнослужащих учебного центра Министерства обороны Абхазии приняли военную присягу. Новобранцы уже прошли курс молодого бойца, который включает в себя знания строевой, физической, огневой и тактической подготовок. Для принятия военной присяги молодые воины вызывались из строя по одному и торжественно произносили текст военной присяги.
После того, как все военнослужащие присягнули, их поздравили командиры, родители и гости. Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Абхазии, народ и отечество. Вы стали полнокровными военнослужащими вооруженных сил Республики Абхазия. Особо хочу подчеркнуть слова благодарности за подготовку личного состава в учебном центре офицеров, начальника учебного центра, командира учебной роты и командира взводов. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей службе. В субботу на Сочинском автодроме прошел первый этап Кубка России Midget-2L 2017. В этапе Кубка приняли участие 20 гоночных машин и сильнейшие пилоты. В их числе наш соотечественник, обладатель прошлогоднего Кубка России Midget Дмитрий Гвоздава. Он прибыл пятым к финишу. Всего в этом году состоятся 6 этапов Кубка России Midget. По итогам 6 этапов в середине сентября будет определен обладатель Кубка России. Хочу поблагодарить всех тех, кто приехал сегодня сюда в такую ужасную погоду, поддержать. Это очень помогает. К сожалению, гонка была действительно сложная. Не удалось завоевать высокую позицию. На старте в первом повороте меня чуть занесло, и поэтому я потерял позицию, потом еще одну, потому что не было ничего видно абсолютно. Да? Я только мог ориентироваться по боковым зеркалам, даже не зеркалам, а боковым зрением. Да? Короче, такой сложной гонки у меня еще не было никогда. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.